В ходе судебного следствия стороной обвинения, уважаемый суд, повторюсь, не представлено доказательств объединения Мальсагова, Ужахова, Барахоева и других обвиняемых умыслом на подготовку либо совершение преступлений экстремистской направленности при осознании ими общих целей функционирования такого сообщества и своей принадлежности к этому сообществу. Исследованные в судебном заседании материалы представлены стороной защиты, а также стороной обвинения, указано на то, что те действия Мальсагова, которые установлены материалами уголовного дела, указывают на то, что он являлся участником протестных акций осени 2018 весны 2019 года в городе Магаз Республики Ингушетия, не был ориентирован на совершение каких-либо преступлений, уважаемые суды. Стороной обвинения не представлено доказательств планирования каких-либо преступлений Мальсаговым по политическим либо иным мотивам, как не представлено доказательств существования экстремистского сообщества, не доказан факт устойчивости, технического оснащения, систематичности совершения нескольких преступлений экстремистской направленности, извлечения как-либо финансовой прибыли, четкое подчинение, распределение функций между членами сообщества, существование финансовой базы, наличие общей кассы, наличие планов совершения конкретных преступлений экстремистского характера, контроль деятельности, а также длительность его существования и руководство структурными подразделениями и ее частями. Не доказано, не представлено, уважаемый суд. В соответствии с УПК РФ обвинение должно содержать конкретику, то есть должно быть доказано. Это говорит не адвокат Беков, это говорит закон, место и время совершения преступлений. Оно доказано, уважаемый суд? Нет. Нам представлены такие доказательства, когда было это экстремистское сообщество, что значит не позднее мая месяца, и потом противоречие себе, государственное обвинение в обвинительном заключении говорит о том, что этот умысел возник в том числе и с остальными членами экстремистского общества именно в 4 часа 40 минут 27 марта. Хоть сам факт контактов обвиняемых между собой, да, в ходе судебного следствия не доказано было ни время, ни место совершения преступлений, его мотивы, цели, задачи. Однако таких доказательств мы не увидели. Не доказан ни сам факт существования, ни факт создания этого сообщества. То есть ни место, где оно было создано, ни время не было установлено, ни в ходе предварительного следствия, ни в ходе судебного следствия. Как не доказан факт предварительного сговора на организацию применения насилия в отношении представителей власти. А вот государственный обвинитель из всего перечня свидетелей, которые указаны в обвинительном заключении и допрошенном в судебном заседании, это 38, по-моему, свидетелей, если не ошибаюсь, указал в своих прениях на 6 свидетелей и попросил суд признать их показания, которые они дали на предварительном следствии, более правдивыми. То есть сторона обвинения больше других доказательств не нашла, на что сослаться. Все остальное это было чисто, это была вода, которая указана в обвинительном заключении, ни более, ни менее. Хоть сам факт контактов обвиняемых между собой не доказывает их вину, но сторона обвинения не смогла представить в судебном заседании доказательства объединения не позднее мая месяца именно Мальсагова, Ужахова и Барахоева в создании ими этого сообщества. Материал уголовного дела таких сведений о каких-либо контактах, их связанных между собой в этот период времени не содержит. Ну а тот факт, что сторона обвинения предъявляет Мальсагову как организатору создания экстремистского сообщества, что сообщество использовало для оперативной связи и конспирации своей деятельности, опасаясь привлечения к уголовной ответственности, как я уже ранее говорил, мессенджеры WhatsApp, Viber, Telegram, не выдерживают никакой критики, так как все публичные мероприятия, уважаемый суд, освещались в сети интернет, как и их планирование, использование. Поэтому говорить о том, что была некая конспирация, вся эта конспирация освещалась на пабликах, на страницах. То есть о какой конспирации идет речь? Где эти доказательства? Ну представьте нам их, и может быть вы их в дополнениях представите. Ну таких доказательств, уважаемый суд, мы не увидели с вами. Защитой также были представлены доказательства, то есть различные письменные обращения председателя ИКН Мусы Мальсагова,
в адрес властей, как региональных, так и федеральных. Также подтверждает уважаемый суд отсутствие какого-либо умысла на совершение каких-либо преступлений или какой-либо конспирации. Не было ее, просто не было этой конспирации. Невозможно представить то, чего нет, уважаемый суд. Из просмотренных видеоматериалов в ходе судебного следствия и допроса участников событий 27 марта, а мы их допросили огромное количество, осужденных, в том числе по части 1 статьи 318, установлено, что ни Мальсагов, ни другие обвиняемые не организовывали кого бы то ни было из них на применение насилия в отношении представителей власти при известных событиях. Кроме того, не могу не отметить тот факт, что обвинительное заключение, уважаемый суд, составлено с нарушением требований статьи 220 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Так, обвинение в создании экстремистского сообщества содержит множество противоречий. Я их выше вам озвучил уже. Одно, скажем так, из противоречий. Следствием не установлено, не доказано, что деятельность Мусы Мальсагова носила экстремистский характер, что он привлек к этой деятельности конкретных граждан, что имелись и были созданы какие-то подразделения экстремистского сообщества, и кто руководил этими подразделениями. Никаких массовых беспорядков в республике не произошло. Не были привлечены к уголовной ответственности за участие в деятельности экстремистского сообщества какие-либо иные лица. Цели создания и задачи, механизм реализации задач экстремистского сообщества, указанные в обвинении, уважаемый суд, не соответствуют диспозиции статьи 282 прим. 1 УК РФ. Приношу извинения за чрезмерную эмоциональность. Я себя максимально сдерживаю, уважаемый суд. Между тем, в ходе судебного следствия были допрошены свидетели и сотрудники Росгвардии, данные которых оставлены в тайне. В судебном заседании установлено, что письменных заявлений о поставлении в тайне их данных они не заявляли. И материалы уголовного дела таких заявлений не содержат. Посему их показания не могут быть положены в основу приговора любого, уважаемый суд, как оправдательного, так и обвинительного. Просто не могут априори. Также не могут быть положены в основу обвинения приговоры и оглашенные показания, в основу приговора и оглашенные показания Мусы Мальсагова, которые были даны им в качестве свидетеля в присутствии защитника. Даже если он их и подтверждает, так как допрошенный в качестве свидетеля Мальсагов не обладал правами подозреваемого, который может отказаться от дачи показаний. Кроме того, в настоящем уголовном процессе Мальсагов обладает статусом обвиняемого, подсудимого. Соответственно, оглашение его показаний, которые им даны в качестве свидетеля, придают ему двойной статус. Это мое личное мнение и убеждение, что именно так, если мы исследуем букве закона и логики, де-факто, по сути, так и получается. В уголовном процессе у нас Муса является и свидетелем, и обвиняемым. Суду решать, кто он у нас, что никак не предусмотрено законом. Ну, уважаемый суд, подводя итог своей защитительной речи, я хотел бы вспомнить судебный процесс XIX века. Это процесс над Верой Засулич. 1876 год. Это демонстрация молодежи на площади Казанского собора в Петербурге. Был осужден каторжным работам Боголюбов, студент. И в этом процессе над Верой Засулич, которая, ну, наверное, мое поколение, все юристы знают, да, этот процесс Веры Засулич, и, может быть, и молодое поколение знает, это процесс, когда, по сути, суд присяжных перестал после этого процесса существовать вообще у нас в России, да, в Российской империи. Так вот, Вера Засулич. Кто такая Вера Засулич? Вера Засулич — это, ну, можно назвать ее в хорошем смысле этого слова бунтаркой. Почему бунтаркой? Потому что она взбунтовалась против незаконного решения, которое вынес который совершил градоначальник Трепов. Что сделал Трепов? Трепов высек розгами осужденного на каторжные работы Боголюбова за то, что он перед ним не снял шапку.
А на тот период времени законодательством Российской империи было запрещено высечение розгами. Запрещено. То есть Трепов приступил закон. Вера Засулич, которая никогда в глаза не видела Боголюбова, совершила покушение на Трепова и выстрелила в него, по-моему, 2 ранения, если не ошибаюсь, он выжил. Итак, вот был процесс над Верой Засулич. Я сейчас не буду вдаваться там в подробности всего этого процесса, но мне вот запомнились фразы, и я вот в своей защитительной речи очень захотел сделать акцент в конце, и чтобы вы все-таки обратили внимание на это. Это исторический факт, но вам, как судье, все-таки человеку, который должен вынести справедливое решение, необходимо будет ссылаться на свою совесть. На свою совесть, уважаемый суд, я буду повторять это неустанно в каждом судебном процессе. Пока я жив, пока я работаю адвокатом, что суд в обязательном порядке, в соответствии со статьей 17 УПК РФ, прежде всего, конечно же, закон, само собой, закон непременно, но он должен руководствоваться совестью, потому что отсутствие этой совести не может дать судье вынести справедливое и правильное решение в соответствии с законом. Накануне судебного заседания у Анатолия Федоровича состоялся разговор с графом Поленом. Полен — это на тот период министр юстиции империи российской, который пытался оказать давление на него. Значит, что предлагал Полен? Он предлагал поставить крест, вот дословно, да, зафиксированный исторический факт, на деле это описывает сам Кони в своих мемуарах, оказать прямое давление и повлиять на присяжных с целью постановления обвинительного вердикта, так как правительство ожидает от Кони содействия. На что Анатолий Федорович ему ответил: председатель — это судья, а не сторона. И, видя уголовный процесс, он держит в руках чашу со святыми дарами. Он не смеет наклонять ее ни в ту, ни в другую сторону, иначе дары будут пролиты. Да, если требовать от председателя не юридической, а политической деятельности, то где предел таких требований? Где определение рода услуг, которые может оказать иной, в меру услужливый председатель? Нет, граф. Я вас прошу не становиться на эту точку зрения и не ждать от меня ничего, кроме точного исполнения моих обязанностей. Уважаемый суд, защита ожидает от вас только точного исполнения своих обязанностей судьи-арбитра, который не выступает на стороне защиты или стороне обвинения, а руководствуется законом, совестью и нормальными человеческими внутренними убеждениями, которые направлены на беспристрастность, которые не лишены гуманности, человечности. Мы к этому призываем. В своем напутственном слове присяжным заседателям по делу Веры Засулич, председательствующий Конник Анатолий Федорович, призвал также присяжных обсудить дело спокойно и внимательно. И пусть в приговоре вашем, сказал он, окажется тот дух правды, которым должны быть проникнуты все действия людей, исполняющих священные обязанности судьи. Кони обращался с этими словами, уважаемый суд, к непрофессиональным судьям. Я же обращаю эти слова к вам. Надеюсь, как человеку чести и совести, наделенными полномочиями, законом, вершить правосудие, обсудите это дело со своей совестью, когда вы удалитесь в совещательную комнату все-таки. И вы обязательно найдете тот самый дух правды, которым вы, как судья, должны быть проникнуты. На скамье подсудимых, уважаемый суд, яркие и одни из лучших представителей гражданского общества моего народа.
которые всего лишь требовали у главы республики Ингушетия Юнусбека Евкурова не нарушать права моего народа, считаться с мнением народа, что не запрещено законом, уважаемый суд. Я вас прошу об одном: когда вы удалитесь в совещательную комнату и будете оценивать все имеющиеся в деле доказательства, помните, что вы судите не отвлеченные предметы, что вы судите живых людей, которые не имеют ничего общего с криминалом и с преступниками, а также с преступлением. Поэтому я прошу оправдать Мусу Мальсагова по всем пунктам предъявленного обвинения. Конечно же, прошу оправдать всех обвиняемых без исключения.